Армысыздар! Здравствуйте! Я приветствую всех, кто готов изучать казахский язык вместе с нами на Сөйле.тв. Выдающийся казахский писатель и поэт, талантливый ученый, просветитель Жусупбек Аймауытұлы писал: «Язык народа – сокровище, которое сохраняет, передает из поколения в поколение эпохи, пережитые этим народом, его мировоззрение, кругозор, мечты и радости, радости и чаяния, словом, все волнующие его душу моменты». В казахском языке образование падежных форм имен существительных осуществляется с помощью падежных окончаний септік жалғау. В казахском языке имеется 7 падежных форм, которым можно задать следующие вопросы. Атау септігі – именительный падеж, отвечает на вопросы «кім не», «кто что», не имеет специального аффикса, нулевое окончание и различается только формами, имеющими окончание множественного числа и окончание притяжательности. Например, дос – друг, досым – мой друг, достар – друзья, достарым – мои друзья. Элік септігі – родительный падеж, отвечает на вопросы кімнің, ненің, чей, чья, чье, кого, чего. Образуется с помощью фонетических вариантов окончаний родительного падежа нің, дың, тың, употребление которых регулируется законами сингармонизма. Например, әріптестің, коллеги, хатшының, секретаря. Барыс септігі – дательно-направительный падеж, отвечает на вопросы кімге, неге, қайда, кому, чему, куда. Образуется путем прибавлений окончаний қа, ке, ға, ге, а, е, на, не. Например, жұмысқа, на работу, кеңсеге, в офис, басшыға, к руководителю. Табыс септігі – винительный падеж, отвечает на вопросы кімді, нені, кого, что. Образуется с помощью окончаний н, не, д, д, т, т, н. Например, аялдаманы – остановку, құжатты – документ, үстелді – стола. Жатыс септік – местный падеж, обозначает обстоятельства места, положение, времени и пространства, в котором находится лицо, предмет или совершается действие. Отвечает на вопросы кімде, неде, қайда, у кого, в ком, у чего, в чем, на чем, где, когда. Имеет окончание да, де, та, те. Ында, энде. Например, демалыста, на отдыхе, қызметте, на службе. Шығыс септік, исходный падеж, указывает на исходный пункт, откуда начато или произведено действие. Отвечает на вопросы кімнен, неден, қайдан, от кого, у кого, от чего, из чего или же откуда. Образуется с помощью окончаний дан-ден, тан-тен, нан-нен. Например, көкшетаудан, әкімнен, көшеден. Көмектес септік, творительный падеж, используется для образования материала, орудий, предметов, с помощью которых совершается действие, а также для обозначения средства передвижения. Совместности действия. Отвечает на вопросы кіммен, немен, қалай, с кем, с чем, как. Образуется с помощью окончаний мен, менен, бен, бенен, пен, пенен. Например, әріптесіммен, с коллегой, қанатпен, с канатом, қарындашпен, карандашом, оразбен, с оразом. Итак, сегодня, приводя примеры, мы познакомились с новыми словами. Дос – друг, әріптес – коллега, хатшы – секретарь, жұмыс
работа, кеңсе, офис, басшы, руководитель, демалыс, отдых, выходной, қызмет, служба, әкім, аким. На этом урок окончен. До свидания. Сау болыңыздар.